Добрый день. Коллеги, я хотела бы коротко по тем темам, которые у меня есть сегодня, вам доложиться, и по тем вопросам, которые пришли в чат, быстренько отработать. У нас сегодня тоже активный день. Дальше будут мероприятия, поэтому мы начали сегодня чуть раньше, чем обычно, для того, чтобы все успеть. Первая тема, которая, собственно, и в вопросы вчера вечером поступали относительно этой темы. Сейчас я в чате вижу, связанное со вчерашним совещанием, которое состоялось у президента страны Владимира Владимировича Путина, где Федеральный Роспотребнадзор в рамках доклада представил поэтапный план выхода из режима самоизоляции. В совещании, как вы знаете, принял участие Рустам Нургалиевич. Как вы помните, поэтапность введения Федерального Роспотребнадзора выглядит следующим образом. Первый этап – это занятие физической культурой на открытых площадках, прогулки с детьми, открытие небольших магазинов и учреждений сферы услуг. Второй этап – это прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади при ограничении по числу посетителей, начало работы образовательных организаций, школ и детских садов. И третий этап – это открытие парков и скверов при соблюдении, собственно, социальной дистанции, предприятий сферы торговли, услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. Вы знаете, что президентом Российской Федерации определен следующий принцип и порядок выхода из режима самоизоляции. Он сводится к тому, что каждый регион, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, сам принимает решение, определяет порядок свой выхода из режима изоляции. В основе лежат такие показатели, как темпы прироста заболеваемости, наличие достаточного количества койко-мест и, собственно, охват по тестированию. Как было озвучено уже ранее, республика готовит свой план выхода из режима самоизоляции, исходя из нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации. По сути, мы сейчас находимся, в принципе, на первом этапе, озвученном накануне главным санитарным врачом. Вы знаете, что постепенно у нас решением президента Республики Татарстан правительство вносило изменения в постановление, послабляя и давая возможность постепенно отдельным категориям, в том числе граждан, воспользоваться возможностью выхода, например, на пробежку и так далее. Значит, у нас уже в данном случае мы говорим о том, что у нас будут уже следующие шаги в послабление. Проработанный республиканский план у Рустама Нургалиевича есть. Правительство ему представило, что какое есть видение в части того, как выходить поэтапно из режима самоизоляции. Каждый этот пункт сопровождает подробное обоснование. Президент при разработке документа поставил одну главную задачу. Все послабления возможны исключительно при одном главном условии, что их будут сопровождать санитарно-эпидемиологические требования безопасности. То есть мы говорим об обязательном требовании соблюдения социальной дистанции. Это обязательное требование использовать средства защиты в местах пребывания людей. Это магазины, общественный транспорт, места скопления людей на улице, если такие возможны. Это принципиальная позиция. Это главное условие выхода из режима самоизоляции, который президент обозначил, когда дал поручение подготовить поэтапный план в республике. Рустам Нургалиевич исходит из того, что ничего не должно ставить под угрозу здоровье людей, исключить риски массового распространения новой коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что вся сложность нынешней ситуации в достижении баланса. Это нужно обеспечить и жизнеспособность экономики, а значит сохранить трудовые коллективы и стабильную заработную плату людей, и в то же время обеспечить безопасность жизни и здоровья татарстанцев. То есть мы говорим о том, что тот план республиканский, который в ближайшие дни он будет озвучен, президентом должен быть согласован, он сначала подробно заслушает по каждому пункту предлагаемому обоснования, и все принимаемые последующие меры по поэтапному выходу из режима самоизоляции будут сопровождаться исключительно важным требованием, то есть ношение масок, как уже об этом говорил руководитель Роспотребнадзора на своем брифинге на этой неделе. Этот принцип, он надолго, и в любом случае даже те послабления, которые сегодня будут прорабатываться на ближайшую перспективу, они в обязательном порядке должны будут сопровождаться и ношением масок, и соблюдением социальной дистанции даже на улице, когда мы будем находиться в каких-то открытых площадках. То есть вот эти все нюансы крайне важны, и президент обратил внимание, что только в таком случае план будет реализовываться. Ну и принимая меры послабления, Рустам Нургалиевич особо обратил внимание Роспотребнадзора на жесточайший контроль исполнения комплекса защитных мер. То есть мы говорим о том, что Роспотребнадзор будет жестко следить за и предприятиями, за местами общественного пребывания людей, для того, чтобы там соблюдались все меры санитарно-эпидемиологической защиты. И в случае нарушения, выявления будут строго наказывать. Вы знаете, что ранее президент также неоднократно подвергал критике те предприятия, которые позволяли себе ставить под угрозу жизнь и здоровье своих сотрудников, не соблюдая санитарно-эпидемиологические требования, в результате чего на этих предприятиях возникали очаги заражения. И тогда президент жестко говорил, что такие организации будут привлекаться к ответственности вплоть до
Значит, собственно, несмотря на то, что было послабление, разрешено им было работать, то вплоть до последующей приостановки в режиме самоизоляции. В данном вопросе важно понимать, что речь идет не просто об ответственности каждого человека за свое собственное здоровье. Если мы говорим о режиме послабления, мы подразумеваем, что в данном случае каждый человек, нарушая те требования санитарно-эпидемиологические, которые прописываются в части ношения, обязательного ношения масок и использования средств защиты, он подвергает риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Поэтому это очень важное направление. Потому что в самые ближайшие дни план, который вот, в том числе и сегодня у президента будет обсуждение этого плана, как только он будет принят президентом, мы обязательно более детально его озвучим. Кеше федераль Роспотребнадзор ил президенті Владимир Путинға доклад қысаларында изоляциялау режимінен этаплау шығу планын тәқдим етті. Енді білгеніңізше бұл кеңесмеде Рустам Нұрғалиевич та қатнашты. Хатırыңызға төшіріп өтем, бірінші этап бұл ашық майданшықларда физик культура белән шөгыльләнү, балалар белән йөрү, зур булмаган кибетләр һәм хезмәт күрсәтү учреждениеләрен ачу. Икенче этап ул гаилә әгъзалары белән бергә җәмәгать урыннарында йөрү мөмкинлеге, зур булмаган сәүдә һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе объектларын ачу, белем бирү оешмалары, мәктәпләр һәм балалар бакчалары эшли башлау. Өченче этап ул парк һәм скверларны ачу, сәүдә һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе предприятиеләре, барлык белем бирү учреждениеләре, кунакханәләр һәм җәмәгать туклану предприятиеләрен ачуны күздә тота. Ил президенты тарафыннан изоляциялау режимыннан чыгуның түбәндәге тәртибе билгеләнгән. Ул инде белгәнегезчә һәр төбәк санитар-эпидемиологик вазгыятьтән чыгып, изоляциядән чыгу тәртибен үзе билгели. Әлеге карар нигезендә авырулар саны арту темпы, тиешле санда койка урыннар булу һәм тестлаштыру мөмкинлеге кебек күрсәткечләр дә ята. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, республика хәзерге санитар-эпидемиологик вазгыятьтән чыгып, изоляциялау режимыннан чыгу планы әзерли. Асылда без хәзер баш санитар табиб тарафыннан әйтелгән беренче этапта, белгәнегезчә, инде димәк безнең инде киләсе адымнар көтә. Республика планы Рустам Нургалиевичка тәкъдим ителде. Президент документны әзерләүчеләр алдында куйган төп таләп ул инде изоляция режимын йомшарту бары, тик санитария эпидемиология шартлары үтәү нигезендә тормышка ашырылырга тиеш булу дип әйтте. Ягъни без инде кибетләр, җәмәгать транспорты, урамда кешеләр җыелу урыннарында мәҗбүри социаль дистанция саклау таләбе турында сөйлибез. Бу принципиаль позиция һәм бу режимнан чыгудан төп шарты. Президент кешеләрнең сәламәтлеге берни дә куркыныч астына куймаска һәм яңа коронавирус инфекциясының массалы күләм таралу куркынычын булдырмаска тиеш дип саный. Һәм инде хәзерге вазгыятьнең бөтен катлаулыгы да шунда. Без бер яктан икътисадның тотрыклышын тәэмин итәргә, бу үз чиратында инде хезмәт коллективларын, тотрыклы хезмәт хакын саклап калырга кирәк. Икенче яктан инде татарстанлыларның тормыш һәм сәламәтлеге куркынычсызлыгын тәэмин итү зарур. Йомшарту чараларын кабул иткәндә президент Роспотребнадзорга республикада саклану чараларын комплексын үтәлешен контрольга алырга кушты. Саклану режимын бозучыларга җәза биреләчәк. Бу мәсьәләдә сүз бер кешенең үз сәламәтлеге өчен җаваплылыгы турында гына түгел, тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеге өчен җаваплылык турында баруны аңлау мөһим. Коллеги, еще одна тема, на которую хотелось бы обратить внимание. Я вчера уже об этом говорила, информацию эту предоставляла, тем не менее, считаем важным проговорить еще раз. Сегодня президент на это также обратил внимание. Рустам Нургалиевич поручил обеспечить всех медицинских работников республики средствами индивидуальной защиты. Всех без исключения, в каком бы медицинском учреждении они не работали. Связано это с тем, что в республике у нас ежедневно растет число так называемых носителей COVID-19. Это люди, которые не имеют симптомов, тем не менее, они являются источником заражения для окружающих. И чаще всего риску заражения подвержены медицинские работники, то есть человек может быть носителем, не подразумевать, что он болеет, то есть себя прекрасно чувствовать, посещать медицинские учреждения и таким образом подвергать риску медицинских работников. Чаще всего, конечно, они находятся в зоне риска. И президент республики считает важным обеспечить полную защиту медицинского персонала, поэтому им принято решение о том, что необходимо закупить средства индивидуальной защиты для всего медицинского персонала Татарстана. Мы уже обращали внимание, что главное требование, о котором говорит Рустам Нургалиевич, это средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы высокого качества защиты, чтобы медицинские работники были максимально защищены, учитывая, какая тяжелая на сегодняшний день на их плечах работа, особенно в ситуации, когда находимся в период эпидемии. Очень важно не допустить распространения вируса. Ну и на плечах этих людей сегодняшний день здоровье и жизнь наших татарстанцев. Поэтому президент особо отметил необходимость, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить всеми необходимыми средствами защиты. Речь идет и о масках, и о, значит, костюмах одноразовых, многоразовых. Это комплекс мер, скажем так.
И организовать эту работу Рустам Нургалиевич поручил Министерству здравоохранения, Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан. Сейчас Минздрав со своей стороны полный комплекс потребностей представил Минпромторгу, и в самые кратчайшие сроки они должны обеспечить поставку всех этих необходимых средств индивидуальной защиты. Президент Рустам Минниханов республиканың барлык медицина хезмәткәрләрен шәхси саклау чаралары белән тәэмин итәргә кушты. Республикада көн сайын COVID-19 йөртүчеләр саны арта. Бу кешеләрнең симптомнары юк, шуңа да карамастан тирә юнәгеләр өчен зарарлану чыгынагы булып торалар. Һәм инде барыннан да ешрак бу зарарлану куркынычы белән медицина хезмәткәрләре очрашалар. Республика президенты Рустам Минниханов аларны тулысынча яклау тәэмин итү мөһим дип саный. Һәм инде шуңа күрә Татарстанның барлык медицина персоналы өчен шәхси саклану чаралары белән тәэмин итәргә кушты. Бу инде маскалар, төрле костюмнар һәм башка. Шәхси саклану чаралары югары сыйфатлы сертификацияләргә булырга тиеш дип билгеләп үтте президент. Һәм инде президент бу эшне кыска вакыт эчендә оештырырга сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына йөкләде. Коллеги, еще коротко хотела бы добавить по поводу акции, которая проходит под эгидой Рустама Нургалиевича, работа в рамках проекта «Помощь рядом» Ярдем Янаше. Напомню, решение президента Республики Татарстан, начиная с 29 апреля в республике вручают продуктовые наборы, всего 55 тысяч коробок с самой необходимой продукцией получат семьи с детьми, требующие особой заботы и внимания. Все наборы на сегодняшний день доведены до районов. По состоянию на вечер 6 мая уже вручено 47 987 коробок. Все, что осталось, небольшое количество этих коробок, до 55 тысяч, которые доводим, да, они сегодня и завтра будут розданы уже всем оставшимся. Таким образом, мы завершаем первый этап на этой неделе выдачи продуктовых наборов. Напоминаю, что всего 4 таких набора получит эта категория граждан. Впереди еще вручение 3 таких наборов. Но если говорить по численности, безусловно, наибольшее количество людей, которые получают такие наборы ввиду плотности населения, у нас, значит, Казань. На первом месте большое количество таких наборов: Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Бугульма, Альметьевск. Я думаю, что как только у нас завершится первый этап, мы проинформируем по раздаче этих наборов. Ну и по оперативной информации штаба у нас ежедневно, как вы знаете, мы информируем относительно того, как ведется работа по контролю. У нас, к сожалению, продолжаются факты выявления и продажи несертифицированной продукции средств защиты, так как это сейчас пользуется большой популярностью. И антисептические средства, и средства защиты в виде масок. И вот есть люди, которые спекулируют на этом, и несертифицированную продукцию сбывают по завышенным ценам иной раз и сомнительного качества. Вот в Татарстане возбуждено очередное уголовное дело по факту незаконной реализации этилового спирта. Следственными органами Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления: обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, оборотов фальсифицированных биологически активных добавок. Обращаем внимание, что максимальное наказание по этой части предусмотрено санкциями данной статьи: лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Речь идет, мы в принципе информировали по каждому выявлению, что в середине апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории базы общества с ограниченной ответственностью задержали грузовую автомашину, в которой по документам находилось 30 тысяч литров прозрачной жидкости, именно растворитель. В ходе осмотра оперативники установили, что одна организация реализовала другой фирме вот этот, собственно, весь объем 30 тысяч литров этилового спирта по фиктивным документам на растворитель. При разгрузке цистерны были задержаны 2 мужчин, которые, собственно, осуществляли оборот этого этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, не имея на это никакой лицензии, никаких документов. В общей сложности весь этот объем, собственно, 30 тысяч литров изъят, направлено на проведение экспертизы в госалкогольную инспекцию. Ну, соответственно, все санкции в отношении этих людей будут применены согласно закону. Коллеги, по вашим вопросам пройдусь. Расскажите подробнее аргументы и факты, подробнее о плане по постепенному снятию ограничений в Республике Татарстан. Какие места разрешат посещать в первую очередь, когда откроют торговые центры и кафе? Ну, я, в принципе, в вводной части уже сказала, план сейчас находится на обсуждении, на рассмотрении Рустама Нургалиевича. Правительство этот план подготовило, он готов, собственно, в рамках тех сроков, о которых говорил и глава государства. Вы, как помните, на предпоследнем совещании Владимир Владимирович поручал правительству Российской Федерации к 5 мая подготовить свой план. У нас также были сроки, связанные с этим 5 мая. Рустам Нургалиевич тоже давал поручение, чтобы наш
наш республиканский план поэтапный был готов. Сегодня он будет в очередной раз на уровне президента республики обсуждаться. Я уже проинформировала, что как только будут приняты принципиальные решения, мы обязательно озвучим. Но еще раз, очень важно, как мы бы поэтапно не выходили из режима самоизоляции, принципиальная позиция президента Республики Татарстан, что в этой части мы не должны послаблять вопросы, связанные с защитой людей, здоровьем защитой людей, поэтому средства индивидуальной защиты в обязательном порядке с нами еще остаются. Это важно понимать, и что контроль за соблюдением режима защиты, он будет продолжен. Значит, следующее. Бизнес онлайн. Накануне на совещании с Путиным стало известно, что с 12 самоизоляции, где темпы прироста уже превышают 3%. В Татарстане показали по-прежнему 7,8%. Ждать ли каких-то ослаблений режима после праздников, если такие темпы сохранятся? Что касается по ослаблению режима самоизоляции с 12 числа, они будут пошаговы. Но вот в какой мере и в каких отраслей прежде всего будет касаться, мы в ближайшее время вам сообщим. Марина Потяшина заявила, что в Татарстане готов собственный план по выходу из самоизоляции, каковы его основные этапы и сроки реализации каждого этапа, когда жители республики ознакомятся с планом выхода из самоизоляции. Но я не буду повторяться, я только что об этом говорила. Сегодня у президента это будет в очередной раз обсуждаться. Это достаточно выверенный документ, это важно понимать, потому что, как я уже говорила ранее, требует баланса, связанного и с оживлением, скажем так, работы большого количества и предприятий, и структур малого и среднего бизнеса, и в то же время необходимости сохранить и не дать, значит, не рисковать в части распространения новой коронавирусной инфекции. Будет ли в республике по аналогии с Москвой возобновлена работа всех промышленных и строительных предприятий? А что будет со сферой услуг? Ну, собственно, у нас, если я уже говорила, что, в принципе, мы сейчас находимся на первом этапе режима выхода из режима самоизоляции. У нас большое количество промышленных предприятий уже работает, системообразующих, большое количество, значит, структур уже задействовано, строительные предприятия у нас большое количество работает. В принципе, у нас это, еще раз обращаю ваше внимание, изначально работа была выстроена так, что по поручению президента Российской Федерации регионы, исходя из собственной санитарно-эпидемиологической ситуации, сами принимают решения. В этом и есть вопрос, связанный с полномочиями глав субъектов. Сами принимают решения, исходя из эпидемиологической ситуации, в какой части ослаблять режим самоизоляции, в какой части нужно его усиливать. И в этой части, конечно, работа промышленных предприятий, системообразующих и тех, кто обеспечивает деятельность системообразующих предприятий, и значит, работа строительных организаций, она идет, продолжалась, не завершалась. Мы неоднократно посещали объекты строительства и метро, и строительство, значит, больниц инфекционной, то есть весь строительный комплекс максимально задействован. Что касается сферы услуг, у нас поэтапно тоже этот процесс, он уже идет, например, тому те же самые парикмахерские. Со вчерашнего дня разрешено посещение кладбищ, причем длительность пропуска составляет 1 час. За это время не все могут даже добраться до захоронения, не говоря уже о покупке венков и уборке. Не планируется расширить время действия пропуска. Но у нас пропуск действует как раз таки час на то, чтобы добраться. Пока запросов не было, я думаю, если будут какие-то запросы, мы будем понимать, как можно, как вы видите, эта система выдачи пропусков, она очень гибкая, каждый раз понимая, что есть определенные запросы, например, связанные в том числе с выездом на дачу, которые возникла необходимость с началом дачного сезона увеличить количество выездов, они увеличились, то есть система гибкая, поэтому здесь надо будет смотреть по ситуации. Сообщала, что в Россию должны вернуться татарстанцы из Лос-Анджелеса. Прилетел ли Бор? Сколько на нем жителей республики? Где они будут размещены для прохождения карантина? Есть ли результаты туристов из Анталии? Борт прилетел, он в Москве. Изначально было заявлено чуть больше 30 татарстанцев на этом борту. Они в Москве остаются, они там будут проходить эту обсервацию. Такая достигнута договоренность для того, чтобы не доставлять еще больше времени, не тратить сюда, в Казань. Поэтому они в Москве эту обсервацию будут проходить. Что касается результатов туристов из Анталии, сегодня ждем. Как только появится, я вас проинформирую. Пока результатов нет. Потешина сообщила, что 7 человек, контактировавших с подверженным больным, нарушали карантин. Были ли к ним применены какие-то санкции? Безусловно, административные. Вы знаете, что мы еще на самом первоначальном этапе, когда столкнулись с коронавирусом, мы вам озвучили, что есть такое постановление правительства Российской Федерации за номером 66, которое новую коронавирусную инфекцию вводит в число тех заболеваний, которые представляют опасность жизни и здоровью окружающих людей. Соответственно, это постановление, которое определяет это заболевание как представляющих угрозу для окружающих, оно влечет за себя соответствующие уже административные последствия по, значит, несению ответственности, если вы нарушаете, собственно, режим, о котором вы говорите. В отношении этих 7 человек, да, действительно были составлены соответствующие документы.
Будет ли салют 9 мая? Изначально планировали, что его перенесут вместе с парадом. Почему решили все же запускать салют, который почти никто вживую не увидит? Коллеги, все, что касается 9 мая, как я уже говорила, сегодня в Татмеде должен быть брифинг, на котором все подробно на эту тему расскажет. Давайте оставим возможность коллегам, которые компетентны в этом вопросе, проинформировать. Чем вызвано усиление патрулей накануне вечером? И планируется ли усиление патрулирования улиц 8-10 мая? Патрулирование в штатном режиме проходит, оно как бы никогда не заканчивалось. Я уже говорила, что порядка 2500 правоохранительных органов, всех, вот это и Росгвардии, сотрудники МВД, ежедневно в круглосуточном режиме, вот в таком объеме обеспечивают нашу с вами безопасность. И важно воспринимать их работу не как работу контролеров, которые нацелены на то, чтобы оштрафовать людей. Ни в коем случае. Их задача на сегодняшний день, как и врачей, в данном случае врачи — это люди, которые обеспечивают безопасность и здоровье людей, а вот правоохранительные органы, у них тоже очень важная задача стоит. У нас, к сожалению, большое количество безответственных граждан, которые не осознают серьезность ситуации, подвергают прежде всего жизнь, здоровье, вашу в том числе, опасности, разгуливая бесцельно по улицам. Мы уже только что вот с вами в начале брифинга я обратила внимание о том, что у нас большое количество бессимптомных носителей COVID-19, которые, несмотря на то, что они себя чувствуют прекрасно, они могут не знать о том, что они носители вируса, но могут продолжать заражать людей. Вот задача правоохранительных органов — это достаточно непростая работа в круглосуточном режиме, обеспечивать тот режим самоизоляции, который у нас сегодня есть, поэтому они работают в обычном режиме, и 8-10 мая, конечно, также будут продолжать эту важную очень работу. Комсомолка. Хотелось бы уточнить ситуацию с медицинскими работниками, заболевшими коронавирусной инфекцией. Сколько таковых на сегодняшний день, каково их состояние? Я по состоянию уточню, но во всяком случае никого из тяжелых совершенно точно не было. Но я уточню. Детальные случаи, кроме хирурга Знамер Челнов, еще регистрировались. По медицинскому персоналу нет. Этот врач напрямую не работал с ковид-больными. Он все-таки просто у него выявился вирус, который, к сожалению, усугубил его текущие хронические заболевания и привел это к такому трагическому результату. Так. Доброе утро. Российская газета. Известно ли точное количество студентов медвузов, которые будут проходить практику в инфекционных госпиталях? Чем конкретно они будут там заниматься? Приступили ли уже к работе? Хватит ли на всех средств индивидуальной защиты? И много ли отказов? Я вот буквально разговаривала с ректором медуниверситета, который меня заверил о том, что ни один студент медицинских вузов в грязную зону не попадет. По всем тем, кто проходит практику, приказ есть на сайте вуза, где можно посмотреть. Все распределены, никакой инфекционной больницы и работы в прямом очаге вируса не предусмотрено. Коммерсант спрашивает. Петицию с требованием лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана на избиение жен подписали более 50 тысяч человек. Намерен ли президент республики инициировать лишение актера такого звания? Осуждает ли Рустам Минниханов домашнее насилие? Коллеги, я не еще раз говорю, неоднократно об этом говорили. Сейчас у нас в повестке, во всяком случае у президента республики Татарстан, один главный вопрос, и он сосредоточен только на этой теме. Я поинтересуюсь, но такой темы в повестке президента совершенно точно не было. И правительство республики, и президент республики Татарстан в круглосуточном режиме 24/7 работает исключительно в повестке новой коронавирусной инфекции, недопущения ее распространения, поэтапного выхода из режима самоизоляции, обеспечения всеми необходимыми инструментариями медицинский персонал, как я уже говорила, для того, чтобы обезопасить их от возможности распространения вируса, обеспечить достаточное количество койко-мест в республике, обеспечить достаточное количество поддержки малого и среднего бизнеса, который в режиме самоизоляции, к сожалению, на сегодняшний день терпит одно из самых тяжелых положений. Поэтому вот это тот пул вопросов и работы, на котором сейчас сосредоточен президент Республики Татарстан. Вопрос остается открытым, но давайте мы посмотрим, мы эту петицию не видели, не смотрели, не занимались ею. Доброе утро. Растет ли день ото дня в объеме тестирования на коронавирус? Связано ли с резким ростом статистики по заболеваемости в последние дни? Да, безусловно, растет объем тестирования. Связано это в том числе с тем, что у нас помимо государственной лаборатории частные клиники подключаются, поэтому увеличивается объем тестирования. Связан ли с этим резкий рост статистики по заболеваемости? Но, безусловно, прямая связь в этом тоже усматривается. Я еще раз повторю, что по тестированию мы, конечно, прежде всего тестируем определенную категорию граждан, которые находятся в группе риска. Но еще раз, у нас сейчас фиксируется большое количество бессимптомных людей, которые никак не проявляются, у которых никак не проявляется вирус, они не обеспокоены, они не обращаются к врачам, но тем не менее продолжают быть носителями и могут заражать окружающих. Поэтому, безусловно, тестирование, которое сейчас проводится в том масштабе, в котором проводится, оно и показывает этот рост. Следует ли опасаться штрафов за торговлю несертифицированными средствами защиты тем магазинам, которые продают многоразовые защитные маски? Я статистику ежедневно озвучиваю и конкретные примеры, когда не сертифицированную продукцию. Давайте мы более детально, может, вы
на конкретном примере мне пришлете интерфакс, мы посмотрим, насколько подпадает под законность деятельности вот конкретно этих магазинов. Коллеги, у меня больше вопросов от вас нету, я благодарю, мы можем в режиме онлайн. Буду ждать от вас еще вопросы в течение дня, если поступят. Будем отрабатывать. Спасибо большое всем.